Привет, ребята, я Киденга Лилия. Я знаю, что этот выпуск ждали очень многие, потому что самые частые комментарии на моем канале именно про уйгуров. Раз так многие мне писали про эту тему, но решила сделать такой ролик, чтобы раз навсегда закрыть этот вопрос. Готовясь к этому ролику, я решила почитать, что пишут про уйгуров на русском языке. Ведь не просто же так многие мои зрители пишут мне комментарии про то, как страдают в Китае уйгуры. И к своему удивлению, я обнаружила, что многие русские СМИ в своих статьях забывают написать о причинах, почему именно в Синьцзяне на несколько лет был введен режим повышенного контроля. Вместо этого они предпочитают рассказывать о бедных уйгурах, которые просто хотят жить свободно, и об ужасном Китае, который хочет уничтожить их народ и культуру, просто потому что они верят не в того Бога, или потому что они не едят свинину, или потому что они говорят не на том языке. Однако особенно смешно мне было видеть, когда в таких статьях авторы пытались видеть какие-то обычные или даже положительные вещи за какой-то кошмар и ужас. Вот, например, статья русской службы BBC, написана 9 апреля 2025 года. Называется «Передайте уйгурам, чтобы они не возвращались. Что происходит в китайском Синьцзяне». И автор Асимбамт Такоева. Статья вполне обычная и описывает Синьцзян как ад на земле. Ну вот, листываем до части. А это же для нашей безопасности, в которой человек, недавно посетивший Синьцзян, описывает, что там творится. Давайте смотреть по абзацам. Первое, что я заметил в Синьцзяне, это что везде тысячи камер. Просто повсюду, даже в пешеходных зонах. Поворот домой, вход во двор, везде камеры. Причем и на высоте, и на уровне роста. И местные жители типа нормально к этому относятся. Говорят, ну, это же для нашей безопасности. Зато сейчас у нас нет воровства, грабежа и прочего. Во-первых, вот камеры не только в Синьцзяне. У нас в Китае точно огромное количество камер везде, всюду. И в Пекине, в Шанхае, в Гуанчжоуне, где я живу. Даже в деревнях Китая, везде, на любых улицах. Вот люди даже с помощью камер можно найти своих животных, которые вот заблудились. Я тоже, когда моя кошка заблудилась 1,5 дня, я там искала, не нашла, а потом с помощью камер я нашла ее. И во-вторых, это действительно сильно помогло снизить преступность. Сами уйгуры не против этого, по словам автора. Ну, давайте дальше. Власти имеют все возможности следить за перемещениями. Документы сканируются постоянно. Отель, покупка билетов, проход на вокзал и тому подобное. А когда вы выезжаете в гостиницу, вы покупаете билет на поезд, на самолет, или вы уезжаете за границу, а что, не проверяют документы? Это же нужно проверять, это же везде и всюду, в любой стране, не только в Китае, да? У нас уже еще сканируется, так вот быстрее, у нас уже техника такая хорошая, это же еще лучше. Нужно проверить, это настоящие документы или нет, а еще нужно проверить, именно эти люди вот уезжают или нет, или на другое имя. А если вдруг кто-то убил человека, и на паспорт другого человека уезжают в другой город или в другую страну, это не опасно для людей? Что тут ужасного? Я же автора не поняла, почему так пишет, какая глупость. Заметного военного и полицейского присутствия на улицах стало значительно меньше. А это должно демонстрировать, что в регионе спокойно и население лояльно центральным властям. То есть, что на улицах много полицейских, это плохо, потому что они следят за людьми. А когда на улицах тишина, спокойно, все хорошо, и убирают этих полицейских, это тоже плохо, да? Это что за глупости? Вам не угодишь. В 2011-2012 годах все полицейские были этнические китайцы, и они все были в военной форме. И это создавало напряженную обстановку. Вспоминает Шахрияр свои прошлые поездки в регион. Сейчас больше полицейских уйгуров и казахов. Но то есть, что раньше там работали китайцы. Вот, люди недовольны, да? А сейчас уйгуры сами следят за своими, чтобы в Синьцзяне все было безопасно, все хорошо, все лучше будет. А это в чем проблема? Вот, самое интересное дальше.
в Синьцзяне много туристов из других регионов Китая. Ведь этот туризм ориентирован на туристов из внутреннего Китая. Например, услуга такая есть. Одеваемся в национальные одежды. И там расценки в духе TikTok 100 юаней. Полноценная фотосессия примерно 700 юаней. И они одеваются. Им делают макияж. Для пар, для одиночек. И для них это все экзотика. Вот они в уйгурской национальной одежде. И это все для соцсетей. Такие фототуры особенно популярны в Кашгаре. В 2023 году число туристов в этом городе с более чем 2000-летней историей впервые превысило 1 миллион человек в месяц. По данным China Daily, за последние 3 года число компаний, организующих фотосессии в Кашгаре, выросло с 2 до 200. То есть автор пишет, что китайские власти развивают туризм в Синьцзян. И китайцы туда приезжают и фотографируются в национальных костюмах уйгуров. И потом показывают свои красивые фотографии в соцсетях Китая. А это прямо геноцид. Или вот другая статья сайта Медиазона. Написано 1 ноября 2024 года. Принудительная китаизация. Как Пекин отбирает и уничтожает культуру уйгуров и других этносов. В ней тоже берут интервью у одного уйгура, который сбежал от кровавого китайского режима. В тексте также рассказывается об ужасном Китае. Ссылки на обе статьи, кстати, я оставила в описании под этим видео. И в этой статье тоже есть хорошие вещи, которые пытаются показать как что-то плохое. Ну вот, например, или скажем, Тенгритак. Китайские власти говорят, что хотят сохранить его. Весь город Тенгритак включены в реестр объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Но на самом деле своими действиями КПК наносит региону большой экологический ущерб. Скажем, в этих горах живет много, например, казахских кочевников, которые присматривают за пастбищами в долинах. А что делает Пекин? Они отдают эти земли хальским фермерам, отдают им пастбища казахов, дают им множество ресурсов, чтобы они развивали туризм в регионе и превращали его в курорт, а также наращивали производство в регионе, абсолютно не заботясь об экологии. То есть власти Китая пытаются развить Синьцзян и улучшить его экономику. А это тоже плохо, да, потому что это вредит экологии. Ребята, хотела вам открыть такой секрет. Люди, или живые, или мертвые, все равно вредят экологии. Если на планете не было никакого человека, не было людей, природа гораздо лучше будет. Но теперь что нам делать? Всем вместе умирать? В общем, пропагандисты этих сайтов и без меня смогли рассказать, что ситуация в Синьцзяне постепенно улучшается, а уйгурский народ и его культуру никто не уничтожает. Чтобы стимулировать экономику региона, в Синьцзяне действует особый налоговый режим. Если обычно налог на прибыль компаний в Китае равен 25%, то в Синьцзяне он снижен до 15%, а с некоторых видов компаний вообще не берут налоги. Также снижены налоги на доходы обычных людей. В Китае действует прогрессивная шкала от 3 до 45%. Но в Синьцзяне такого налога вообще нету для молодых специалистов. А еще в регионе действует много субсидий и льгот. Например, чуть больше месяца назад я снимала такой ролик про китайское образование. Если вы еще не успели смотреть, посмотрите. Я там тоже рассказывала об этом. Для того, чтобы поступить в хороший китайский университет, нужно получать 650 баллов, да? А если я получила 610, то у меня уже не будет возможности поступить в такой хороший университет. Но если я житель Синьцзяна, для меня уже специально добавляются или 20, или 40 баллов. Власти Китая так специально делали, чтобы университет побольше приняли уйгуров, чтобы они хорошо учились в университете и получили хорошую работу. А еще у нас было интересное. Вот это уже несколько лет назад у нашего известного чиновника был сын, не очень хорошо учился в школе. И он же хотел, чтобы он тоже учился в хорошем вузе в Пекине. И специально прописал своего сына в Синьцзяне. И потом добавили, точно добавили, там сколько баллов, не знаю. Уже начал там год или полтора года учился, а потом заметили, выгнали его
из этого университета, и чиновника уволили с работы. А я еще увидела, в СМИ пишут полную чушь, типа уйгуров стерилизуют, не разрешают иметь много детей, запрещают ходить в мечети, и вообще им нельзя выезжать за пределы своей провинции. Все это звучит как глупые страшилки для дураков. Вот посмотрите, я нахожусь в городе Фэшан, от пригорода Гуанчжоу, а здесь небольшой уйгурский ресторан, которым владеет обычная уйгурская семья. Они здесь спокойно живут в провинции Гуандун и воспитывают своих детей, делают свой бизнес, ничем не отличаются от остальных китайцев. Именно в такие рестораны ходят кушать, например, казахи и мусульмане из России, потому что в других местах китайская еда не халяльная. И таких уйгурских ресторанов по всему Китаю очень много. Ну и мечети, где уйгуры и другие мусульмане могут молиться, тоже хватает. Молись сколько душе угодно. Да, конечно, если какие-то уйгуры занимаются терроризмом и пытаются добиться для своей провинции независимости, но таких людей китайские власти, конечно, будут сажать в тюрьму. Это логично, это в любой стране мира так делают. Но страна же хочет сохранить свою территорию. Но если люди здесь нормально живут по закону, хорошо работают и никому не мешают, а еще занимаются законными вещами, но это все нормально, никто его не трогает, да? Даже вот у нас здесь китайцы больше уважают уйгуров, потому что люди считают их красивыми, с большими глазами, вот, еще фигура хорошая, еще люди высокие. У нас еще очень-очень известные ведущие по новости, вот, центральной. А этого мальчика просто мечта всех девушек. А еще у нас вот эта девушка, ее зовут Тong Лия. А это тоже вот очень-очень красивая, популярная артистка в Китае. Таких очень много. А еще плюс у них, а когда у нас вот в Китае раньше было всем нельзя много вот рожать детей, только вот можно одного, да? А у них можно сколько хотели, сколько рожали. А и сейчас тоже сколько хотят. Надеюсь, что я все понятно рассказывала. И очень хочу, чтобы в дальнейшем тоже смогла туда ездить в Синьцзян. И там снимать ролик красивый и вам показать. Но сейчас нельзя. Сейчас у меня нет времени.